Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Помните те страшные дни в январе, когда ежедневно убивали десятки и сотни собак? Волонтеры Якутска день и ночь забирали с улиц живых на перегонки с живодерами. В один вечер выехали по звонку забрать выжившего из-под дома. Там стайку подкармливали местные жители. И оставался в живых один. Тогда мы забрали четверых. Но одну девочку добрая женщина вскоре забрала к себе в квартиру, там же, в Якутске. Она привыкла и полюбила собаку. А трое один за другим прилетали в Москву. Найда и еще 3 хвостика прилетели 6 апреля и разъехались по разным передержкам. До этого прилетел Найт, а еще ранее прилетела Алиска. И вот одна из трогательных встреч бывших друзей по несчастью. Найт и Найда встретились на одной передержке, а третья, Алиска, живет на другой передержке. Они узнали друг друга, и это так приятно и здорово. Друзья встретились. Они приветливо махали хвостами, узнали друг друга. Видно было, как они обрадовались. Ой, пожалуйста, может кто-то заберет собаке 5 лет. Хозяйка вчера умерла, остался сиротой парень. Пожалуйста, смотрите, собачка хорошая. Мамы нету дома, нету мамы. Мама умерла, ты сирота. Пожалуйста, может кто-то возьмет. Жалко песика. Соседи терпеть долго не будут. Сегодня с утра накормила, а дальше не знаю как. Лапка у него от перьев, вот левая, вот эта была поломана. Хозяин тоже умер 3 года назад. Пожалуйста, откликнитесь. Собака понимает все, что он остался один. Понимает, сказать не может. Малыш Филя. Сначала ушел хозяин из жизни, а недавно и пожилая хозяйка. Филя, несомненно, жил в любви и заботе, и вот осиротел. Как это часто бывает, наследники выставили Филю за дверь. Малыш выглядит потерянным, он не понимает, что дальше. Ему лет 5, спокойный, домашний, ласковый. Мы ищем ему сразу дом. Филе трудно будет жить на передержке. Присмотритесь, друзья, с этим мальчишкой не будет проблем. Возьмите друга в семью, сделайте счастливым этого сироту. Мы нашли Филе передержку очень временную, на несколько дней в Якутске. А пока Филя ждет самолет, мы ищем ему семью. Ему очень нужна любящая семья. Он сейчас очень тоскует по своей хозяйке, смотрит по сторонам, вглядывается в лица, как будто ждет свою хозяйку. Но она не вернется. Друзья, присмотритесь к нему. Он весит всего 8 килограмм, чуть больше кошки. Ему очень нужна семья. И вот еще сирота. Бегает, как неприкаянный. Видимо, выброшен жестокими хозяевами. Очень симпатичный мальчишка. Очень хочется спасти его. Также ищем ему сразу дом.
Друзья, наконец-то завершилось строительство нашего большого вольера из 4 отсеков. А вот и новоселы знакомятся, кто-то с кем-то успел подружиться. Конечно же, это не лучший вариант для жизни, но мы все очень надеемся и верим, что в этих вольерах не будет смертей, не будет скученности и голодных, скромных собак, которых не подпускают к еде злые и сильные сородичи. Мы физически не можем вывести всех, но мы делаем все, что в наших силах. Спасибо вам всем за помощь в строительстве нового жилья для хвостиков. Посмотрите, как они рады свободной территории, новым будкам и даже ходят в туалет на одно место, не пачкают деревянные настилы. До чего же они умны. Умницы и красавицы, якутские собаки. Фактически закончен наш вольер. Вот такие красивые собачки сидят здесь. Вот, то есть мы собак заселили. Вот они, красавчики. Ну вот, стараются, в принципе, ходить сюда. Так, это первый наш вольер, Лара, который мы построили 2 года назад, в 2020 году. Самый первый московский вольер с навесами. Таких вольеров не было. Вот такой вольер с навесами, с будками, с полами. Это доски понизу, чтобы они не могли подкопать и вылезти наружу. Вот. Это вольер номер 2. Тоже, в принципе, закончен. Вот зверосетка. Чтобы они не могли выскочить. Очень удобные будки. Хочу подложку теплую сюда принести. Положить, допустим, если в будке. Она же теплая подложка. В воде собачата вообще чистоплотные. То есть будочки все чистенькие. Вот. Ходят строго вот сюда. Смотрите, полы чистенькие. Тоже зверосетка натянута. Вот цепи. Это 4-й вольер. Тоже все, в принципе, чистенько и аккуратненько. Ну, сейчас вот я разговариваю, чтобы остались вот доски. И поэтому буду разговаривать, чтобы сделать полки еще. Друзья, у нас намечаются 2 дефицитных рейса. Оформлена бронь на 4 хвостиков. На карте пусто. Будет очень больно и обидно отменять вылет собак из-за отсутствия денег. Я прошу вашей помощи.